Замучила совесть. 25-летний заключенный сознался в краже, о которой не знали правоохранительные органы. В полицию с заявлением о пропаже денег из православного храма тогда никто не обращался. Служители церкви решили, пусть будет на совести злоумышленника. Совесть не выдержала, и теперь к имеющимся 8 годам строгого режима может прибавиться значительный срок. Подробности расскажет Нафиса Минязова. В храме на Красном Ключе хорошо помнят эту историю. Рассказали, что молодому человеку негде было жить, и он попросил помощи у настоятеля. Парня приютили, кормили, он помогал по хозяйству. Но, как считают в церкви, в какой-то момент его бес попутала по версии обвинения, да и, как сам сознался, он ночью похитил 35 тысяч рублей пожертвования прихожан. После этого молодого человека уже не видели. Служители церкви с заявлением в полицию не обращались. В воровстве парень признался сам. Уже будучи осужденным за другое преступление, в колонии строгого режима он написал явку с повинной, где во всем раскаялся. Сегодня состоялось первое судебное слушание по этому делу. С учетом позиции подзащитного мы пока никаких комментариев давать не будем. За кражу денег в храме 25-летнему нижнекамцу грозит до 5 лет лишения свободы. Молодой человек осужден и за другое преступление, поэтому новое наказание добавит срок. Кублов ранее был осужден к 8 годам лишения свободы. И поскольку в его действиях имеется рецидив преступления, то окончательное наказание не может быть назначено менее 1/3 максимального вида наказания в связи с тем, что в его действиях имеется рецидив преступлений. Судебный процесс был отложен, так как подсудимый вовремя не был извещен о слушании дела. В следующий раз в этом зале он окажется через неделю. Нафиса Минязова, Лилия Егорова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112.